Добрый вечер. В прямом эфире информационный выпуск сегодня. В студии Ольга Цхавребова. И вот главные темы к этому часу. Актуальные вопросы внешней политики. Состоялась встреча президента Алана Гаглоева с главой МИД Ахсаром Джиоевым. Вопрос российских пенсий вскоре будет решен. Глава Минюста Алан Джиоев доложил президенту Алану Гаглоеву о проделанной работе. Будет соответствовать всем нормативам. В селе Корнис отремонтируют основную дорогу. Новая госпрограмма социально-экономического развития Южной Осетии на 2026-2030 годы должна придать импульс для дальнейшего раскрытия потенциала республики. Так считает глава МИД России Сергей Лавров. Об этом на встрече с президентом Аланом Гаглоевым говорил глава нашего внешнеполитического ведомства Ахсар Джиоев. Какие еще вопросы обсудили, узнаем из репортажа Зарины Кочевой. Президент Алан Гаглоев провел рабочую встречу с министром иностранных дел Ахсаром Джиоевым. Дипломат отчитался о результатах встречи с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым. Был обсужден широкий спектр двусторонних отношений, перспективы их развития. 1 октября в городе Сочи состоялась встреча с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым. Следует отметить, что встреча традиционно прошла в очень добродушевной атмосфере. Мы обсудили весь комплекс двусторонних отношений, затронули разные темы межведомственного взаимодействия. Сергей Викторович Лавров просил передать вам слова благодарности за те пожелания, которые вы ранее ему направляли. Глава российского МИДа отметил и стремительное развитие двусторонних отношений. Он особенно отметил ту значимость, которая для России имеет Южная Осетия, вклад Южной Осетии, в том числе и в зоне специальной военной операции. Отдельно он выделил ту рабочую атмосферу и контакты с главой Российской Федерации, президентом Владимиром Путиным. В частности, он сказал, что состоялась встреча 10 мая в Москве в рамках 80-летия Победы, где вы имели честь присутствовать. Также он отметил, что состоялся телефонный разговор 12 июня. 12 июня – это, как мы знаем, государственный праздник в России, это День России, поэтому он особо это выделил. Сергей Лавров также положительно оценил итоги первого международного экономического форума «Южная Осетия. Горизонты инвестиций». Прошедший 18-20 сентября в Цхинвале экономический форум он прошел на высоком уровне. Он отметил, что реализация тех договоренностей, которые были достигнуты в рамках форума, подписание тех соглашений, которые были подписаны, это придаст такой хороший стимул для дальнейшего развития Южной Осетии. Особое внимание глава внешнеполитического ведомства России уделил новой госпрограмме социально-экономического развития Южной Осетии на 26-30 годы, которая разрабатывается при содействии России. Ее реализация, по словам российского дипломата, должна придать импульс дальнейшему раскрытию потенциала страны. Заметил, что при поддержке России Южная Осетия будет продвигаться вперед. Еще раз подтвердил приверженность России тем обязательствам, которые она на себя взяла в части обеспечения безопасности Южной Осетии, реализация тех мер, которые предпринимаются в рамках единого контура обороны и других сфер взаимодействия. Встреча прошла очень добродушевно, гостеприимство российской стороны вновь было подтверждено, и, пользуясь случаем, я еще раз хочу вам передать от имени Сергея Викторовича Лаврова слова благодарности, приветствия. В ходе встречи был подписан и план консультаций между двумя ведомствами. В рамках встречи также был подписан план консультаций между Министерством иностранных дел Южной Осетии и России. Этот план предполагает более тесное взаимодействие по разным направлениям и более конкретизированную поддержку, взаимную поддержку наших общих усилий для нашего общего развития. Глава государства отметил значимость встречи дипломатов двух стран для дальнейшего укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между нашими странами. Зарина Кочева, Айда Кочева, Сармат Гузетаев. Информационный выпуск сегодня. И сегодня же состоялась встреча президента Алана Гаглоева с главой Минюста Республики Аланом Джиоевым. Говорили о пенсионном обеспечении судебных приставов и сотрудников управления исполнения наказаний. В скором времени они смогут получать российские пенсии. Тему продолжит наш корреспондент Зарина Кочева.
К концу года в Южной Осетии будет решен вопрос пенсионного обеспечения сотрудников управления исполнения наказаний и судебных приставов, сообщил в ходе встречи с президентом глава Минюста Алан Джиоев. Работа в этом направлении была активизирована по личному поручению президента республики Алана Гаглоева. Как итог, в ближайшее время десятки пенсионеров получат долгожданные выплаты. Конечно, после прохождения необходимых процедур. Министр юстиции подробно рассказал об итогах работы по интеграции пенсионного обеспечения сотрудников правоохранительных ведомств Южной Осетии в систему Российской Федерации. По вашему указанию, работа по продвижению соглашений была активизирована, и в прошлом году в ходе Санкт-Петербургского международного юридического форума произошла встреча с министром юстиции Российской Федерации и руководителем Федеральной службы судебных приставов. Вот, мы обговорили вопросы согласования двух соглашений. И в текущем году удалось при поддержке российских коллег эту работу уже, скажем так, приблизить к своему завершению. На сегодняшний день соглашения уже вступили в силу, они прошли и парламент, и подписи двух президентов. Вот. Мы провели рабочие встречи дополнительно с руководством Минюста, руководством Федеральной службы судебных приставов и руководством Федеральной службы исполнения наказаний. Мы детально проработали механизм передачи пенсионных дел. Было отмечено, что в ближайшее время в Федеральную службу исполнения наказаний России будут направлены дела 22 сотрудников, ушедших на пенсию. Мы буквально на новой неделе направим в Федеральную службу исполнения наказаний все дела так называемых старых пенсионеров, те, которые ушли несколько лет назад на пенсию в прошлом году, ближайшие несколько лет. Их у нас 22 человека. Вот, мы направим их дела в центральный аппарат, их там изучат и направят в тот территориальный орган, который будет непосредственно обеспечивать выплату новых пенсий, то есть российских пенсий. Бывшие сотрудники ведомства будут получать достойную российскую пенсию, отметил Алан Джиоев. Мы, скажем так, достигаем того, что наши сотрудники бывшие будут получать достойную пенсию, вот, российскую, и одновременно они будут сняты, скажем так, с обеспечения Южной Осетии. То есть это будет у нас определенная экономия финансовых средств. Глава Минюста отметил, что аналогичная работа ведется и по линии Федеральной службы судебных приставов. У нас на новой неделе будет видеоконференц-связь, где мы также обговорим непосредственный механизм передачи пенсионных дел. И то же самое в течение, скажем так, ближайшего месяца мы направим и по судебным приставам их пенсионные дела в Российскую Федерацию. То есть считаем, что вопрос, скажем так, реализован будет в течение месяца. Вопрос пенсионного обеспечения сотрудников этих служб обсуждался давно. На сегодняшний день они получают мизерную пенсию. Как отметил глава государства, благодаря российским коллегам и плодотворной работе Минюста проблема решается. Получается, до конца года есть уверенность, что сотрудники и пенсионеры, которые вышли на пенсию и не имели возможность получать российскую пенсию, этот вопрос для них решается. Совершенно верно. На сегодняшний день, скажем так, средняя пенсия, допустим, для сотрудника УИН составляет около 12-14 тысяч рублей в месяц. Это, конечно, крайне мало. И аналогично для сотрудников службы судебных приставов. Там они будут получать значительно больше. Президент интересовался и процессом передачи управления исполнения наказаний из системы Министерства юстиции в систему Министерства внутренних дел. А что у нас по передаче УИН в систему МВД? Этот вопрос тоже прорабатывали с Министерством внутренних дел. Так точно. Подготовлен проект указа о порядке передачи управления исполнения наказаний из системы Министерства юстиции в систему Министерства внутренних дел. Вот, он будет представлен в установленном порядке. Он предполагает передачу управления с 1 января 2026 года, скажем так, с нового финансового года. В настоящее время ведутся подготовительные мероприятия. Наша задача передать в систему МВД меньшее количество сотрудников для того, чтобы не затронуть интересы действующих сотрудников МВД, с тем, чтобы, как говорится, штатные единицы. Да, штатные единицы. Мы отправим на пенсию максимальное количество пенсионеров, которые уже ждут
скажем так, давно вот этого... Да, они не имели возможности, сейчас эта возможность появится, и они будут получать также российскую пенсию. И уйдут на пенсию. Оставшихся мы передадим в МВД. Глава Минюста отметил, что сотрудники будут переведены на те же должности, которые занимали ранее. Более того, это повлияет на их зарплату в положительную сторону. Никто не пострадает, они будут переведены на те же должности, которые занимали, не ниже этого. Вот. И в дальнейшем будут получать заработную плату на уровне сотрудников МВД. И плюс одновременно, как сотрудники, скажем так, бывших правоохранительных органов, мы переживаем за работу, оперативную работу, которая с передачей в МВД будет активизирована и большими силами и средствами проводиться вот, внутри, скажем так, управления исполнением наказания. То есть криминогенная обстановка только улучшится благодаря вот этому шагу. Президент Алан Гаглоев поблагодарил главу Минюста за проделанную работу, отметив высокую значимость достигнутых результатов. Глава государства также подчеркнул, что реализация этих мер не только кардинально улучшает материальное обеспечение бывших сотрудников, но и способствует укреплению государственных структур, повышению эффективности их работы и улучшению оперативной обстановки в Республике Южная Осетия. Зарина Кочева, Айда Кочева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Дорожное покрытие будет соответствовать всем нормативам. В селе Корнис отремонтируют дорогу, которая за долгие годы эксплуатации пришла в негодность. Планируется, что не только дорога, но и мост в селе Корнис будут хорошо освещены. Такое обещание местным жителям дал президент Алан Гаглоев. Подробности у Стеллы Бязровой. В селе Корнис Наурского района стартовали работы по капитальному ремонту основного участка дороги, ведущей в село. Ход работ сегодня проинспектировал глава государства Алан Гаглоев. Эта дорога не ремонтировалась многие годы, и ее восстановление является важным шагом для развития дорожной инфраструктуры. Президент осмотрел участок, на котором уже в ближайшее время будут проходить масштабные ремонтные работы. Инвестпрограмма для скорости чуйка. Удундар на ибунку бестем. Питом сам удундар на има бошеттакен с асфальт вот юкусенска. Уэдмес мохтар кума бошетта вот чем это стоит когай. Моздахам асфальтитам нет. Юшатте бокутом и техника бенотес кустос и сейкун рокутом не юрас чамеска. На данном этапе проводится подготовка к основным работам. Задействованы местные специалисты, сотрудники ЖКХ Знаурского района. К работам присоединились и сами жители села. Помогают кто чем может. Планируется заасфальтировать участок дороги длиной в более чем 2 километра. Ширина увеличится на 3 метра. Проблема tadysi kuskekus. Nici problemă. Tehnică, dar mă n-ai venut, eu de arăstă, eu de Denis, dar n-ai ca așa ne-a cus eu de arăstă sau de stări. Şerem bunt vărta, hoş kavbesteşe der ittereste şoldarka, hoş fendogma belledest. Forun der lżertom, kgogan nesuspevot. Hoş yazder, yeroidion evdi vetter. Şedar muhun dar ofuma. Rost kodu, rost kochşafur mesteka bokanin karubu. Belafta. Президенту доложили о ходе строительства. Власти района подчеркнули, что участок дороги планируют сделать не только удобным и безопасным, но и обещают учесть все современные требования к качеству дорожного покрытия. С просьбами отремонтировать дорогу жители района обращались неоднократно. Дорога ведет сразу в несколько населенных пунктов – Корнис, Цорбиш, Чещиак, Сехиат и другие села. Наконец, их просьбы были услышаны. Они благодарны президенту за оказанное внимание и решение проблемного вопроса. Yerën të karanës atë emisiot. Ma me lëshëdi sërë kletë, midar me lëshëdi. Hjadarım me bajet tam zhurën hashe fandagël, bajet tam zhurën hashe fandagël. Asfalto gjenë hashe alë gjenë, fidem ma gjenë, jenë ta fidem ma gjenë.
خوابونی گرشد استم من ایران خال مکسم بازارم تناستمه اینه کدری آفیکم منشتر بودن زاغن یولار شداريكا خورينا تيولر وخاي. По словам Алана Гаглоева, дорога является важной транспортной артерией для местных жителей, а ее восстановление обеспечит не только удобство передвижения, но и положительно скажется на уровне жизни сельчан. администрация ройдовге хоматак шарагиум кома юма сахуздору и маюма фдабункану мен хам юджабахла грбошуди хистаря шарам бумбира маумен дар зохтом вахабак дар хомстут самохана рушамиан вахуздору юми йога ихсисамат хош курдиотима хош тавбаста манахсасқава all خود داریم خود دست کات داریم بلدستم هوش آدم تیما کات گنانی سرن هوش فندقی فکس توش فندقی فکس سرای یک زختم سرات جستم اید یوی تیسمید بلت بخوب دست بیرت ورن قدر نکود تو میوم من تو بایم باید خیشا و چه میافته آرخایم آرست قد دکتای آدم یو قد تا گین نفسته ورناسه. Президент также подчеркнул, что просьба сельских жителей, связанная с освещением данного участка дороги, а также моста в селе Корнис, будет выполнена. Адам кад ганани ва домнен хамдар гцэл шамай фарухстар оид хестул бота рухсатима фан догорош шав мана алон томозович анжда бундар молжштом мушахасла вардротом шамай фан догай кот фирваз уйофта коде канима хидерои догема ившол дар стулбо мана жофта дар толен дар бнатта камве ундар стулботан сожуе маджи гцэл плафон таджисвару маджи рухстарво. Глава государства отметил важность своевременного завершения проекта с соблюдением всех строительных норм и требований. Президент также подчеркнул, что проблемы жителей сел всегда на повестке и решаются поэтапно. Охчио коттокай видер олчидарам бор навидер на тавум шаржу татахстодам исты гуратай тавтшаран биразындару на мохто хашчинстам шамай на кав шаржутан савоварта поздарканам на бунку дуфтам обунол на буншуе мана на концерт дар гиафит тотснор районы дар тона коттого дар тусорс нешди сир мана فندق مدرفنال توم هوش فندق كسر زود نشرجته سولفجست اونگتل در دزردق جینات نه ما هم فندش تربوز نخزخن چی دارید در جار خواه چی دارید در فدا بون کنه بر تفید تامیو تاج کالیو تا کنه چی نتخافنج فدا بون ما نیول درش تربوز نک چی دارید در هوش قطق ما گتل در یک خوبارت تهودونه. Сельчане с нетерпением ждут завершения ремонта и не сомневаются в том, что их повседневная жизнь станет значительно комфортнее. Hoşfandak roge orodnuk, roge Allah zdar, şaldar hoste. Söyledi kadar hostam. Ma tatapad nikrazın, niktar nikiler boşar nikiler zonu falan. Bana her doğrudur niş boyda. Olçiler tat şovar di hoşfandak, olçiler zıtta. Koris van sorbi, boyda kan çol hotar hoşfandak. Ma konuşan naman rostar ge alkamandaru tengixtut. Olçiler du roygund. Mana kayroyda toyt khayr, наужи вернышага кайройда орозуме карума кайлканчист. В ближайшие дни подрядчики завершат все подготовительные работы и начнется главный этап проекта. По графику планируется завершить работы в ближайшие месяцы. Стелла Бязарова, Сармат Гузитаев, Аида Кочиева, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. 6 единиц спецтехники и около 2 десятков человек с весны работают на водоводе Эдист-Химвал. Сейчас там подходит к концу второй этап работ. Проложены сотни метров трубопровода, установлено необходимое оборудование. Благодаря этому масштабному проекту цхинвальцы в скором времени должны будут забыть о сезонных и других перебоях с водоснабжением. Репортаж нашего корреспондента Анжелы Кокоевой.
На стратегически важном водоводе Едес-Хинвал завершается второй этап работ, который включает восстановление водозаборных сооружений и аварийных участков. Это ключевой этап масштабного проекта по обеспечению столицы республики чистой питьевой водой в бесперебойном режиме. В рамках этого этапа строители уложили сотни метров трубопровода на участке Хоц-Кабуста, провели земляные работы и установили необходимое оборудование. Работы велись строго по графику. Практически уже завершили основные работы. Это на вспомогательном водозаборном сооружении Хоц-Кабуста. Протяженность данного участка порядка 6 километров. Сегодня мы буквально заканчиваем последние бетонные работы. Это разгрузочный резервуар, потому что в связи с большими перепадами высот необходимо разгружать давление в системе трубопроводов, и последний разгрузочный резервуар буквально сегодня они завершат. Все каптажные сооружения, которые есть, приемники, у нас они забетонированы, они готовы. Из трубопровода буквально осталось 400 метров доложить. Сегодня последние машины, которые мы заказали трубу, они приехали, сейчас идет разгрузка, перевозка до участка. И дай бог в течение 10 дней мы на этом объекте завершим работы. По словам Ивана Сиукаева, работники ГУП «Водоканал» далее приступят к реконструкции другого вспомогательного водозаборного сооружения, расположенного близ села Рук. Мы так спланировали наши работы. Населенный пункт Рук и ближе к Манелу у нас есть аварийные участки, которые мы тоже поменяем. Часть этого трубопровода у нас здесь есть. Мы сразу начинаем эти работы. Дай бог, к концу октября, максимум до 10 ноября мы завершим весь объем, который у нас был на этот год. Реконструкция и запуск водозаборных сооружений позволит существенно повысить надежность всей системы. Это значит, что жители Цхинвала будут лучше защищены от сезонных перебоев с водой. Более того, реализация проекта позволит перейти от открытых к закрытым водозаборным сооружениям, что обеспечит улучшение качества подаваемой воды. Объект сам состоит из основного дренажного сооружения каптажного, то есть мы забираем подземные воды, это непосредственно близ селения Идис, но есть еще вспомогательные водозаборные сооружения, это Кабуста, Хоц, и там в связи с тем, что данные трубопроводы являются вспомогательными, необходимо было провести полную замену трубы и обновление бетонных приемников, которые были построены еще в советское время. Срок эксплуатации их подходил к концу. Были частые аварии уже на них, поэтому в рамках этого проекта идет полная модернизация этих вспомогательных систем. Они увеличивают объем поступаемой воды. То есть тот объем, который есть в основном каптаже, его не хватает. А здесь есть вспомогательные, то есть усики, грубо говоря, которые запитывают трубопровод. На месте работа кипела с весны этого года. В них были задействованы порядка 20 рабочих и 6 единиц специализированной техники. Полное завершение строительства водовода Едес-Хинвал намечено на 2026 год. Проект реализуется в рамках инвестпрограммы. Агунда Губозова, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня. Более сотни людей трудятся в почтово-телеграфной службе Южной Осетии. И сегодня они отмечают профессиональный праздник. Кому-то может показаться, что в век высоких технологий и искусственного интеллекта деятельность сотрудников почты становится неактуальной. Но это не так. У них всегда много работы. Почтальоны зачастую работают на износ. Сюжет Анжелы Кокоевой. В почтово-телеграфной службе сегодня царит праздничная атмосфера. Сотрудники отмечают Всемирный день почты. День начался с теплых поздравлений от руководителя и представителей Комитета связи и массовых коммуникаций. Висів охрана представителя і виповнителя регіонального там срочно представителі буквально мене форум вітахайда модельні гузник мафан безаден Нанизай, намоштай, зардарухсай. Дешевак кусотоше кусте на загдаши русканова бидонте зардада. Айому было. Ветеранай абуниумчи даритарисмена ошрона форсмахерзена. Сотрудники почты за свой тяжелый труд удостоены грамот, премий и благодарственных писем. Грамотой награждает заведующий специалист
почтово-телеграфной службы Чустой Валерий Гаврилович. Грамотой награждается оператор почтово-телеграфной службы Томаева Ира Григорьевна. В службе трудится свыше 100 человек, где основную часть коллектива составляют почтальоны. Именно от них зависит, чтобы долгожданное письмо, срочная телеграмма или ценная посылка дошли до адресата вовремя. واتر یکوست کنن کدوم بالا خفته شخصترنی هدون یودر خست کنن почтомеш дарит در خو почту высвязмеш дарит در خو на هدون юдер орос. В эпоху цифровых технологий традиционная бумажная почта значительно уступает место онлайн-переписке, но некоторые все же отдают предпочтение рукописному почерку. Rozbar kupšidi vidim pismo tane ovo što noćem da idemo že sutra bude sve svazandi. Ma uši pozdravljanje tamo uši ta rozdar kod tu pismo tamo v tađnoli falađe. I zorgozno pismo ta kaže ta na počta ne ige nama sa hestkanu. Posilka ta šanč fala ta kotter studenta. Kad rozdar primjerno hoftaju najemi da gibteši posilka rojstov. Почта Южной Осетии предлагает широкий спектр услуг: выплату пенсий, детских пособий, доставку корреспонденции, газет и грузов. Виктор Харепов, студент Юго-Осетинского государственного университета, но уже является сотрудником почты. По его словам, для успеха в этой сфере необходим и ответственный подход, крепкое здоровье и способность соблюдать строгий график доставки. В целом, работой я доволен. Хороший, отзывчивый коллектив тут находится. Рабочий день начинается с 9 утра. Сортирую свои газеты, письма, а потом отправляюсь по адресам раздавать все остальное. Он отлично ориентируется в городе, ведь приходится доставлять почту адресно. Благодаря этому с работой он справляется оперативно. Учитывая то, что я пока молодой, энергичный, я думаю, что это не так уж сложно. Газеты я раздаю через день по вторникам, четвергам, субботам. Письма по-разному. То могу где 20 писем, 30, 50 писем в день раздать. Всегда по-разному. Галина Кусраева трудится здесь полвека. Начинала курьером, а ныне возглавляет отдел доставки. Она занимается сортировкой писем, подготовкой бумаг и сбором подписок. Подпискас принимат канен, недихса канен участуктел. На квесторзенен дарозуяс не пофарастай. Уяс кацадимо пофарастини. خورای افدای میته قوموینگوی پست خستگی تامنا янум гитзелу фалая куст бирау. Служба почты незаменима в жизни общества. Сотрудники неустанно выполняют обязанности даже в непогоду, что подчеркивает их верность профессии. Ведь работа подразумевает доставку в любых обстоятельствах. Анжела Кукоева, Галим Бейтеев, Зарина Татаева. Информационный выпуск сегодня. А сейчас узнаем прогноз погоды на завтра. В республике ожидается переменная облачность, пройдет небольшой дождь. В Знаурском районе днем плюс 12, ночью плюс 9. В Заурском районе днем 11 градусов тепла, ночью 9. В городе Квайса днем плюс 8, ночью плюс 6. В Ленигорском районе днем 14 градусов тепла, ночью 9. В Цхинвале днем плюс 12, ночью плюс 10. На этом наша программа подошла к концу. Я благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. Всего доброго, до свидания.